Можно. Махова, здравствуйте всем, кто нас смотрит. Это передача с черкесской школы «Принц Хамзы». Школа так называется. Эту школу организовали женская организация в составе 9-10 женщин. Они вначале для сохранения языка, чтобы их дети знали язык, чтобы их обучать хабза, абигара, чтобы все это сохранить, решили они вместе создать детский сад. Вначале это было в районе недалеко от столицы Омана, называется Абдон. Они взяли помещение, несколько классов, немного детей было, начали обучать. Но потом со временем получилось, что детей больше стали приводить, и помещение для них было очень уже маленькое. И они сделали план, что все-таки на будущее нужно именно школу черкесскую, чтобы все могли привести своих детей туда, решили открыть школу. Но так как у них не было столько денег для площадь земли покупать для построения школы, они решили обратиться за помощью к королю. Король им не отказал, так как всегда черкесы для него, они стояли на важном месте для короля Хусейна, так как все его охранники, и он решил им подарить участок на самом, можно сказать, хорошем месте и центр, именно чтобы, вот если подумать, вот как черкесы все, они живут, это и получается центр, чтобы все черкесы могли сюда привезти своих детей. Вначале у них несколько было автобусов, 2-3 автобуса. Это они открыли, значит, в 1974 году. Первая постройка была детский сад и начальные классы до 3-4 класса. А потом со временем у них классы все увеличивались, и думали, что вот все-таки нужно еще на этом же участке построить для средних классов. Так оно и пошло. А имя принц Хамза, как получилось, жена короля, как раз когда на открытие детского сада пригласили королеву Нур, и она пришла с новорожденным Хамза. И в тот день подумали, они решили назвать его именем. В 1985 году была другая новостройка. Уже расширяется, и, как сказала нам Миссирса, 900 учеников у нас. Главный язык, конечно, арабский язык. Получается, в день 8 уроков дети берут. Черкесский язык. Черкесский язык у нас ведется, пишем, читаем на кабардинском диалекте, а бжедукский, шапсукский, который знают дети, мы не имеем против того, чтобы они говорили, но письменность и чтение у нас на чисто кабардинском. А чтобы мы не запрещаем, чтобы говорить, кто как знает. Бжедукский, кабардинский и шапсукский язык. Кто как хочет. Что я им могу еще сказать насчет... Я думаю, что все. Вы с самого начала создания этой школы здесь? Нет, я не с самого начала. Я с 85-го года здесь. Как так получилось, что вас пригласили специально, или вы сами прибыли в Иорданию? Нет, я была замужем. Ага, понял. И как раз вот именно вот эта женская организация туда приехала в Нальчик, мы с ними встретились, и когда я с ними стала общаться, они говорят, у тебя какое образование? Я говорю, химико-биологическое. Говорит, ты можешь черкесский язык. Я говорю, я не знаю, как вы приедете, мы вам все устроим, только приезжайте и давайте черкесский язык. Но я приехала и заочно же
потом, через несколько лет, закончила второе отделение кабардинского факультет. Прекрасно. Да, Что бы вы могли бы сказать об истории создания города, столицы Иордании на месте черкесского поселения? Они где-то в 1870-е годы, مسيرة أول شركة إجوا شيء 1868 68, да, я думаю, что да. Они в 280 семей приезжали уже с Турции, там, но они же как переселялись с Турции в Палестину, в Ливан. Вы имеете в виду это 20 век или 19? 19 век. Да. И это самое, и 250 семей вместе выезжали в Иорданию. Так как я слышала, 50 семей только доехали до сюда. Да. В центре там. В центре, это где называется Шипсургская улица, так и до сих пор называется. Есть еще Юнан, Румыния. Это лестница, как бы стадион. Как театр или стадион, да. Амфитеатр. Да, Дорджурмани. Вот там они и поселились. Почему? Так как там была вода, и черкесы, как вы знаете, любят, где есть зелень, вода, это жизнь. Поэтому они все поселились, и до сих пор сохранились их старые здания. Потом они понемногу уже начали искать, где можно, где больше. И они поселились в Джараш в основном, потом поселились в Уадисир, называется, в Наур и в Зарка. Но в Зарка, по-моему, чуть попозже. А так в основном Уадисир и Наур. И получается Бжедуги, Шапсуги, Кабардей. Среди них есть, конечно, многие абаза, но в основном абаза, которые тоже, они говорят на кабардинском или на бжедукском. И вообще здесь такая система, что они женятся бжедук на кабарде, и получается, что они понимают очень хорошо между собой, не так, как в... А кого все-таки больше? А Шапсугов, больше, бжедугов думаю, или что кабардинцев? Бжедугов больше. А, бжедугов больше. И кабарды, да. Но главное, что мы все адыги. Это самое главное. Да. И самое главное, что черкесы, адыго-абхазы, которые проживают здесь, Да. они самые дружные и могут стать образцом для всех абхазо-адыгских диаспор, проживающих в мире. Спасибо. Да не за что.